Нормально я тогда? В камеру не смотрите, там темнее. Роман, вообще скульптуры и акционный фестиваль связаны с легендами Ижевска. Какая вот легенда у этой скульптуры? Ну, мы решили изобразить легендарных ижевских оружейников, тканщиков. Ну как, это нам близко, мы сами оружейники. Мы давно уже живем. Вот решили изобразить. А почему не Вообще, кому эта идея пришла? У вас команда вот у нас сколько человек? У нас 6 человек, и коллективная идея общая. Что самое сложное было в работе с подобрать там, не знаю, детали? Ну, самое сложное, это, конечно, сваривать. Это тяжело было. У нас всего один человек, у него опыт в варке, а остальные уже в процессе научились. Да? А вот говорили вручную, что автоматы, все, да, поднимались и сами снимали, да? Все, да, поднималось, без всякой техники, все вместе, сообща. Люди, египтяне вообще поймут это, не поймут, или надо будет все равно как-то объяснить, что это такое? Ну, я думаю, сейчас уже многие не знают про тканщиков, сейчас все школы уже умирают, у нас, по-моему, осталась одна единственная в России школа оружейного мастерства, и это не лучшие дни переживают. Вот мы хотели бы к этому привлечь внимание общественности и власти. А как-то будет вообще рядом с этим арт-объектом обозначаться, что это, ну или рассказываться как-то людям или нет? Ну, это уже от организаторов зависит. Мы писали, что хотим это изобразить, и ну как-то будет обозначаться. Ну металлолом не разберут? Надеюсь, нет. Потому что и так уже бывший металлолом. Это мы сами. Нужны такие фестивали в городе? Да, конечно, это ну, полезно, это творческое развитие и ну, такие памятные вещи это повышает статус города. А вы первый раз, да, вот в таком фестивале больше нигде не участвуете? С металлом нет. А вообще мы регулярно участвуем в снежных, ледовых фестивалях, соломенных. Ну, с металлом трудно работать, да? Сложнее, чем со всем остальным. Все.